Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Ну что ж, погнали! Потому что мы еще даже к второй части не перешли. О, можно я первый отвечу? Я романтичную сторону скажу. А что делать, если это так? Гамилет. Какую следующую часть? Принесите салфетки, пожалуйста. Спасибо, что ты мне помогаешь. Нет, это шутка, я надеюсь, это вырежет. Если вдруг эта камера выключится, у нас есть еще две. Ну хорошо. Аминь. Вы вступали в брак, будучи вообще ни разу не инфантильными людьми. Вы были состоявшимися людьми, вы знали, куда вы идете, вы профессионально знали, кто вы, когда, зачем и почему. Как вы научились друг другу подчиняться, будучи уже зрелыми личностями в каких-то вещах? Как вы научились уступать друг другу? Кто из вас друг друга не воспитывал? Ты не взял себе жену, чтобы под себя воспитать? Иногда очень сильно хочется, но потом со временем ты понимаешь, это вообще невозможная вещь. На самом деле хочется изменить человека, хочется изменить твоего партнера, поэтому многие продолжают назидать, там как-то пытаться там залезть куда-то, говорить постоянно этому человеку. А потом до тебя доходишь, что ты не можешь вообще ни на грамм изменить этого человека, потому что это большой божественный процесс его сердца. Это процесс, который Дух Святой начал, и Библия говорит, он его до конца доведет. Да, ты вовлечен тоже будешь в этот процесс, но это не нотации, это не какие-то вот бесконечные там слова упреков, которые только опять-таки будут ломать отношения, они не строят. А когда мы говорим, например, о том, что мы поженились и нам там приходилось смиряться друг перед другом, как ты говоришь, подчиняться, да, друг другу. А вот опять-таки это процесс гигантский, и это процесс, который прежде всего внутри тебя происходит. И этот процесс в семье, он двигается по мере того, как ты и твой партнер, они открыты для того, чтобы Дух Божий продолжал нас менять изнутри. И этот процесс, он будет быстрым или он будет медленным, это все зависит от того, насколько люди открыты для изменений. Когда люди внутри открыты к тому, что Господь, меняй меня и делай внутри меня. И я хочу перемен, я хочу изменений. Я понимаю, что во мне есть куча проблем, и эти проблемы влияют на нее и влияют в целом на мои отношения. И когда у нее такое же отношение. Когда вот два человека с таким отношением, они позволяют Богу внутри себя делать перемены, тогда очень быстро эти перемены будут происходить в семье. Если один уперся, и он говорит, проблемы все в нем, проблемы все в ней, да, я там, конечно, красавчик, у меня все вообще по красоте, я вообще лучший из лучших. Как только у него такое состояние приходит, все, вот этот процесс, он останавливается. Даже если в ней какие-то вещи происходят, но ты не меняешься, то отношения твои и проблемы внутри брака, они будут только усугубляться. А если два таких человека, это все. Это не отношения, это одна большая сплошная катастрофа, и потом ты видишь, например, мужчина не хочет идти домой, женщина, она занята своими делами, даже если мужчина приходит, у нее нет отношений с этим мужчиной. Два посторонних человека в конечном итоге там под одной крышей живут, и это трагедии, которые сегодня существуют в христианском мире, потому что нужно подставить себя под меч Слова Божия, подставить свое сердце. И перестать смотреть на нее, и перестать постоянно Богу говорить, а что с ней, Господь, а почему с ней? Ты видел, да, ты видел. Она же первая начала, вот пусть она первая кается. Нет, внутри тебя должен быть вот этот божественный процесс, безостановочный процесс, который внутри тебя Бог производит. Процесс изменений, процесс каких-то преобразований, выбора правильных решений, которые ты внутри себя делаешь. Человек должен занять позицию, что Господь, есть трудности в моей семье, и они из-за меня. Я хочу, чтобы внутри меня происходили перемены. Я занимаю такую позицию, она занимает такую позицию. Нам очень легко к чему-то прийти и о чем-то договориться. Мне повезло, я вышла замуж просто за идеального человека и за проповедника. Вообще, да. Но на самом это шутка. Я повторюсь, мне очень сильно помогли люди. Я имею в виду люди глубоко отверженные, вы же понимаете. Это люди, которые часто не хотят видеть в себе какие-то изъяны, потому что тебе кажется, что если ты поступаешь неправильно, ты весь неправильный. Если ты делаешь что-то не так, это с тобой что-то все время не так. И поэтому я бы сказала так, что люди отверженные, люди глубоко травмированные, они убегают от правды в своей жизни, они убегают от истины. Мне помогли люди, мне помогли близкие люди, которые любили меня достаточно, чтобы мне в какой-то момент времени очень спокойно говорить: Алина, например, тебе не кажется, что у тебя неправильное отношение к твоему мужу? Алина, ты такой замечательный друг, ты замечательный служитель, но тебе не кажется, что
по временам ты не совсем правильно относишься к Денису, или и какие-то такие разные вещи. Я, например, очень благодарна таким людям в моей жизни. И я благодарна за то, что они были готовы молиться за меня, они были готовы служить мне, они были готовы быть строгими со мной моментами. Была такая ситуация в моей жизни, потому что, как я вам уже сказала, я этого нисколько не стесняюсь, я выросла, в принципе, в семье, где из-за злоупотреблений со стороны мужчин женщины презирали мужчин. Хочешь, не хочешь, тебе это передается, ты воспитан в таком духе, у тебя есть семейные духи, родовые определенные, которые пытаются тоже сформировать какие-то твердыни в твоей жизни. Я не знаю, что бы я делала без разных людей, и в частности, служителей, которые были готовы меня даже снимать со служения, несмотря на то, что я могла быть эффективной и полезна в служении, потому что эти люди хотели дать мне время пересмотреть мое отношение. Когда это с тобой происходит, это вообще не прикольно, это вообще не радостно, и тебе это все не нравится, но впоследствии, когда ты видишь, что это позволило тебе остановиться и позволить Богу все-таки проникнуть в какие-то сферы твоей жизни, табуированные, которые ты сам от себя пытался спрятать, это дорогого стоит. С годами все больше и больше благодарности возникает к людям из моего прошлого, ну и сейчас особенно из настоящего. Как часто вам приходится заниматься семейным консультированием? И насколько это вообще тяжелое служение? Потому что, я так понимаю, в целом семейное консультирование — это не очень популярное служение. Тяжелое оно только в том случае, если ты разбираешь проблемы людей, у которых вот такие завалы, десятилетиями скопленные завалы. И опять-таки это люди, которые изначально неправильно начали. Вот с этими сложнее всего, труднее всего, там практически концов невозможно найти, не знаешь за что зацепиться. Все это заканчивается тем, что обвиняют друг друга, делают крайними друг друга, и они уже в этой позиции много лет живут, и они понимают, что с этим человеком, пока он живет, что Горбатова, да, могила исправит. Но так как у нас в церкви большинство это молодые люди, и люди эти приходят, они не в браке приходят, так или иначе они подходят к такому моменту, когда они выходят замуж, женятся. У нас есть время, когда мы общаемся с ними до брака, а потом приходит момент, когда мы общаемся с ними, когда уже возникают непосредственно проблемы. Это постоянно, это в принципе, это жизнь церкви. Тут нет такого, что у нас есть какое-то особенное, может быть, отдельное служение, которым мы там занимаемся, мы там принимаем какие-то семейные пары. Мы понимаем, что, например, сегодня у всех все хорошо, там у одной пары есть какие-то трудности. Мы с ними ведем какие-то консультирования, беседы, общение, молитвы и тому подобное. Потом, например, у других возникают какие-то другие вопросы. То есть это постоянный процесс, такой естественный процесс жизни церкви. И фактически мы древнейшая семья в нашей церкви. Соответственно, имеем определенный хороший, божественный опыт, понимание каких-то вещей, которые должны быть. И у нас есть для этого силы, квалификация, понимание, помазание. Но так как мы занимаемся этим служением, нам, в принципе, никуда не деться от этого. То есть мы занимаемся построением церкви, душепопечением в этой церкви. Соответственно, мы консультируем семьи. Поэтому это, в принципе, такой естественный процесс. Сказать, что этого много или мало, это просто как одна из частей нашего служения — заниматься консультированием семей. Мы поняли со временем, что надо заниматься консультированием семей тех, которые у тебя на виду, которых ты знаешь, жизнь которых для тебя понятна, видна. Очень сложно, например, консультировать семьи, которые там в какую-то другую церковь ходят, у них другое богословие, они вообще по-другому видят какие-то элементарные вещи. Это вообще практически не рабочий вариант. Очень сложно, например, консультировать семьи, которые живут там за 3-9 земель, и ты не видишь вообще, чем эта семья дышит, как она живет, ты не можешь к ним в гости прийти, ты не можешь понять вообще вот эту динамику развития отношений. Это вообще, мне кажется, нереально служить таким семьям. Поэтому должна быть поместная, здравая поместная церковь. Все семьи должны понимать, если, например, он ходит в церковь, где нет здравости, беги из этой церкви, найди себе здравую церковь, где руководители, которые находятся в руководстве, в управлении этой церкви, это люди, которые способны строить нормальные семейные отношения, это люди, которые здравые в отношении денег, это люди, которые здравы в отношении доктрины вообще. То есть надо с такими людьми отношения поддерживать. Я бы здесь хотела сделать такую ремарку. Я вообще, честно сказать, я бы хотела получать советы только от тех людей, которые не просто много знают, Аминь. они умеют много красиво говорить, у них есть
какое-то там соответствующее теологическое или Семинарское некое образование. иное образование. Меня интересуют советы только тех людей, которые живут уже там, куда я хотела бы прийти. Все остальное, честно сказать, какие-то правила, формулы, родители или не родители, или твои личные служители в твоей поместной церкви, я вдохновляю искать только тех людей, которые могут показать тебе на своей собственной жизни и объяснить внятно по Писанию, как нужно прийти туда, куда ты хочешь прийти, как лично им удалось попасть в место, желанное для тебя. Поэтому, извини, сразу ремарку, поэтому, когда мы читаем о требованиях к руководителям церкви, там одно из важных и, наверное, главных требований, чтобы это был человек, у которого прекрасная семья, правильные, функционирующие отношения внутри Ну, семьи. не Чтобы идеальные. чтобы это не было дисфункциональной Их семьей. не бывает в природе. То есть это человек, который своим примером, своим образом жизни и своим назиданием, он может помочь своей пастве. А когда, например, у тебя дисфункциональная семья, у вас там вот-вот отношения рухнут или рухнули уже, и там этот человек какой-нибудь апостол, он какой-нибудь там учитель всех людей на земле, он Нет, объясняет... причем Всем апостолам привет! Да, Нет, он причем, объясняет... поймите правильно, мы очень уважаем служение апостолов. Да, Это- но этот человек, у него должны быть определенные качества, которые он должен хранить. Этот человек, потому что мало то, что он говорит, важно то, как он живет. Мало то, как он красиво может какие-то доктрины преподносить. Важно, как эти доктрины работают в его жизни. Можно говорить красиво о семье, а у тебя просто разрушенная семья или там разрушенный брак. У тебя там просто творится дичь какая-то внутри твоей семьи. Но зато ты ходишь, всех консультируешь, ты рассказываешь, как правильно жить надо. Но это такое вот религиозное лицемерие, которого сплошь и рядом. Я не могу сказать, что мы в нашей церкви как-то обременены чрезмерно консультированием. Ну, может быть, потому что у нас небольшая Хороший. совершенно церковь. Но по большей мере, мне кажется, это упирается именно вот в этот принцип, о котором мы говорили, когда люди делают правильные шаги и вступают в брак с людьми, которые хотят следовать за Христом и которые будут Христа во все критические какие-то болевые ситуации приглашать. По сути, таким людям очень-очень-очень-очень редко нужна какая-то дополнительная помощь со стороны. Честно сказать, основное время ты в конечном счете потом тратишь на то, чтобы помогать семьям, которые заведомо не придерживались такого правильного принципа. Поэтому... И согласись же, вот, например, когда есть какой-то пример перед глазами, ты смотришь на какой-то пример, тебе не нужно какое-то особенное консультирование. Ты видишь эти отношения, ты видишь какую-то здравость в этих отношениях, ты видишь что-то Божие в этом, и ты просто элементарно подражаешь. То есть не надо тебе какое-то даже консультирование особенное, когда у тебя хороший пример перед глазами есть. Это важно, чтобы был пример хорошей семьи, Вне всяких сомнений. здоровой семьи, которая функционирует и в служении, и просто в жизни. И она отображает Писание, которое люди читают. Когда люди открыты, они тебе готовы честно рассказать о каких-то вещах, помочь тебе с тем, чтобы избавиться от каких-то всевозможных стереотипов, которые у людей, к сожалению, существуют. Аминь. Ну, вы выглядите как классическая парочка В смысле служителей. классическое. Пастор и жена пастора-прославитель. Как вообще устроено ваше служение? Как вы На взаимодействуете? самом деле, вот то, что сейчас Даша сказала, что мы там какая-то классическая там пара, этот пастор, а этот там, Прославитель. ведущий прославление, это вообще неправда. Потому что мы люди, которые, во-первых, призваны к миссии, мы призваны насаждать, расширять Царство Божие. И мы работаем всегда как команда. И это не значит, что ее там ответственность заниматься только прославлением или там детским служением, да, это какой-то... Два пути. Да. На самом деле мы, вот все наши служения, которыми мы занимались, это всегда было служение команды. Это всегда, например, она дополняла меня, я дополнял ее. Я могу делать одно лучше, она однозначно может что-то делать другое лучше. И в том числе руководить церковью, в том числе душепопечением заниматься, в том числе обучением, в том числе там проповедью и т.д. и т.п. Это практически у нас совместное служение. Да, она поет, да, она понимает какие-то вещи, связанные с прославлением, поэтому она этим занимается. Но это не конечное служение. То есть, Ну, я уже этим даже и не да, знаю. если ты знаешь, в нашей церкви она вообще этим не занимается, другие люди занимаются. Когда мы начали церковь, она была человеком, который фактически зародил это служение.
и она была Это основателем какие-то этого очень служения. громкие Ну, слова, я бы если так сказала. сказать. Вот, но это не конечное служение. Мгм. Конечное служение, и оно у нас служение командное. Мы расширяем Царство Божие, мы занимаемся миссией, мы сами занимались миссионерством всю жизнь, практически все наши 30 лет. Но дальше мы понимаем, мы должны воспитать миссионеров, вырастить миссионеров, служителей. И вот весь багаж божественный, который у нас есть, мы должны передать другому поколению служителей, то, чем мы занимаемся сегодня. Может быть, мы уже и не поедем куда-то на миссию, хотя очень сильно хотелось в некоторые места еще попасть. Так не думаю. Да, но кто-то уже за нас поедет, кто-то будет выслан из нашей церкви, мы подготовим этих людей, мы передадим какой-то опыт, какой-то багаж, потом, соответственно, мы сможем этим людям помогать в становлении и сможем этим людям состояться, где-то служением этим состояться, помочь. Наше служение гораздо больше, чем Пастор и какие-то, да, вот прославитель. этот пастор-прославитель. Нет, вообще нет. Я к этому вообще отношусь ко всему, честно сказать, гораздо попроще. Меня настораживают, наверное, тоже потому, что натерли мне где-то мозоли вот эти бесконечные, такие очень высокопарные и очень религиозные слова. Ну, в сущности, я свою жизненную миссию вижу так, что ты хочешь просто увидеть, как Дух Божий через тебя и в тебе производит что-то хорошее, он меняет тебя и всех вместе разных прекрасных людей, так что у тебя на глазах вырастает прекрасная, удивительная семья с талантливыми мужчинами, женщинами, молодыми и более взрослыми, женатыми и неженатыми, которая в конечном счете способна двигаться в сторону Божьего призвания, которое Бог имеет для каждого из этих людей в отдельности. И пока люди находятся внутри этой поместной церкви, но не поехали куда-то еще, видение и Божий план, который у него есть, для нас как совокупно для церкви. И это то, что меня занимает больше всего. Я, честно сказать, не какой-то великий стратег, не какой-то великий человек с видением гигантским. Я, конечно, хочу увидеть пробуждение, я за это молюсь. Но я уже как-то тоже говорила о том, что даже если этого не случится, хотя нам всем стоит этого ожидать в нашем поколении, это тоже меня сильно вдохновляет. Представьте себе бывший Советский Союз и какие там были железные занавесы со всех сторон. Если бы мы хотели представить себе это физически, сколько там десятков сантиметров этот железный занавес должен был бы быть. И поэтому я отчасти рада, что часть своей жизни я прожила в Советском Союзе. И я увидела это своими глазами. И то, что выглядело совершенно невозможным, для людей, я уверена, которые жили и внутри Советского Союза, и вне Советского Союза. Для Бога нет ничего невозможного. В какой-то момент времени Он пришел и обрушил все эти занавесы. Да. И Он сделал что-то, что, я уверена, даже люди, которые это пережили, они поверить не могли, что они видят то, вообще? Что вообще в реальности стало происходить. Поэтому я думаю, что даже если мы живем в чем-то очень невозможном, нам всем следует верить в то, что и продолжать надеяться в своем поколении, увидеть что-то прекрасное, что просто потрясет тебя. Но даже если этого не произойдет, вокруг все равно тебя вырастут люди, которые они увидят. И в том, что они увидят, будет тоже твой вклад. Вот как-то к этому я вот так отношусь. К своей миссии, к своим там, к видению и к чему-то такому. Мне, правда, очень хочется увидеть, как разные люди восстанавливаются, вырастают и делаются цветущими и цветут для Бога в той или иной сфере, в том или ином проявлении. Это самая радостная вещь в жизни, правда. Какие черты характера или черты, которые проявляются в служении, вы цените друг в друге? Я чрезвычайно благодарна своему мужу, что он научил меня по-настоящему уважать мужчин. Это была ключевая вещь для меня, это был какой-то ключевой момент. Я чрезвычайно благодарна моему мужу за то, что он никогда не пытался состояться за мой счет. Я объясню это. Когда мужчине, мне кажется, попадается какая-то довольно сильная женщина, и не всегда сильные женщины, поверьте, в этом виноваты. Иногда, когда ты рос,
и ты должен был себе быть и отцом, и матерью, и братом, и сестрой, и всем на свете. Часто так случается, что женщины могут развивать в себе довольно сильные мужские качества. Это не значит, что я не уважаю женщин, которые всю свою жизнь обожают детей и занимаются только их воспитанием. Я думаю, что эти женщины делают совершенно прекрасные вещи, важные вещи для Бога. Но так случилось, что когда мой муж женился на мне, я была довольно состоявшимся человеком, в определенном смысле даже своенравным, вероятно, можно так сказать. Я хотела то, я хотела сё, у меня были развиты какие-то определенные навыки и таланты. Я благодарна своему мужу за то, что даже когда какие-то люди обращали больше на меня внимание, мне доводилось проводить время с какими-то служителями, что-то такое было грандиозное, может быть, даже местами больше в моей жизни, чем в его. Он никогда не пытался забить меня и загнать меня в угол, чтобы сделать меня меньше, чтобы на моем забитом фоне он выглядел больше. И я, к сожалению, знаю таких мужчин. И это не самое лучшее, что можно делать, доказывать свою значимость, угнетая и забивая своего партнера. Неважно, это делает мужчина или женщина, родители по отношению к своим детям. Это дорогого стоит. Спасибо тебе, дорогой, за то, что ты никогда меня не угнетал, и ты меня не подавлял. Когда я думаю о ее невероятных чертах, которые и на меня в том числе повлияли, я вспоминаю одну очень интересную историю. Где-то я слышал какое-то истолкование с иврита, с каких-то арамейских слов. Позиция женщины, которую она должна занимать. Когда муж стоит по отношению к Богу вот так, лицом к Богу, то жена, она сзади поддерживает его руки. Пока ты вот по отношению к солнцу, ты лицом к солнцу, ты за Христом, ты за Богом, ты делаешь то, что Бог от тебя хочет, она поддерживает твои руки. Это человек, который как раз-таки был всегда для меня человеком, который поддерживал меня. Даже если все могли сказать нет, все пропало, шеф. Этот человек, слава Богу, поддерживал, и я всегда понимал, что есть вот этот тыл, и есть на кого опереться, положиться, и есть человек, который вместе с тобой пойдет до конца. Но интересно, позиция жены, которую она должна иметь по отношению к мужу, когда мужчина отворачивается от Христа, отворачивается от своего солнца, он встречается с ее лицом, и она становится против него. Не в плане того, что она становится его врагом, она становится фактически человеком, который не позволяет ему отвернуться от этого света, и она делает все для того, чтобы он повернулся обратно. То есть это такой интересный момент. Я согласен с тем, что это та самая позиция женщины, которую она должна занимать по отношению к мужу. Пока муж смотрит на Христа, двигается за Христом, она сзади поддерживает его руки. Вместе они достигают какие-то цели. Как только мужчина начинает сдаваться, он начинает отворачиваться от своего призвания, он сталкивается с этой львицей из колена Иудина, которая говорит: братан, нам что-то не туда, не то. да, что-то не туда, давай-ка в обратную сторону. Она могла там говорить какие-то слова, которые могли звучать очень резко, да, но этот человек тебя вдохновлял и говорил: ты двигайся, тебе не в эту сторону, тебе в другую сторону, нам вообще туда. И нам иначе будет не по пути, потому что мне все еще туда, тебе туда. Sorry. Да, сорямба. Вот. И это дорогого стоит всегда, когда есть такой человек в твоей жизни. Это человек, который, когда нужно, он тебя подбодрит. Это человек, когда нужно, тебе есть на кого опереться. Ты понимаешь, что его совет, он опять-таки не будет каким-то душевным, когда знаешь, там, ну ладно, там, я там ради тебя там пойду на уступки, скажу тебе какую-нибудь такую полуправду, какие-то вещи, которые не соответствуют истине. Это человек, который скажет тебе правду. Это человек, который, может быть, даже неприятные вещи скажет. Но ты способен прислушаться, и ты понимаешь, что этот человек для тебя благословение. Это помимо всяких остальных других плюсиков, которые есть в ее жизни, которым, благодаря которым хороших, божественных плюсищев. Да, хорошо. Если плюсик это ужасно, плюсище, да. Но она же про плюсовые качества характера говорит. Вот, это разные вещи, которые, например, она была для меня примером. Я учился у нее. Я видел, как она, например, поступает там. И я понимал, что вау, у меня этого нет. И мне в этом расти надо. Ну, может быть, конечно, в самом начале я даже не признавал, но так технично подсматривал и понимал: халлелуя, есть куда двигаться благодаря вот божественному примеру, который рядом есть с тобой. Вот, но это все такой момент, ты с годами начинаешь ценить, ты с годами начинаешь понимать, ты с годами начинаешь, ну, как бы
внутри себя фиксировать, насколько Божий дар рядом с тобой, и насколько Божий человек рядом с тобой, ты это ценишь. Как мило. С годами. А если вот мы будем говорить про служение, каких, например, даров кому-то из вас не хватает, но вы смотрите друг на друга и говорите: слава лавалуя, это есть в моем там муже или жене, и поэтому вот этот пробел партнер способен заполнить. Вообще, вот когда мы служим вместе, я понимаю, что у меня есть всегда возможность к одним людям находить, например, ключи подхода, у нее совершенно к другим, которых мне очень сложно терпеть или которых мне очень сложно нести. Она способна это делать. То есть это уже большой плюс. Мы разные категории людей можем достигать, можем служить разным категориям людей. Потом я понимаю, что, например, я больше могу как учитель функционировать, как человек, который больше на писании, в писании. А она как человек, который больше двигается и способна двигаться в духе, делать какие-то вещи, которые именно дух приносит, и дары те же самые. И это не значит, что я не могу в дарах служить. Это я вижу просто, как она дополняет меня в этом смысле очень гармонично. Именно в каких-то духовных вещах. Очень много моментиков есть. То, что касается каких-то качеств в моем муже, я правда человек, которому нужно развивать в себе в определенном смысле терпение. И я благодарю своего мужа за то, что он очень часто тоже не идет на поводу у моих каких-то эмоций, на поводу каких-то, может быть, скоропалительных решений, потому что я человек очень решительный. Я хочу решить все и сразу, прямо сейчас. Мой муж меня очень часто балансирует и вдохновляет меня как-то быть более сдержанной, какие-то вещи терпеливо переносить. И это правда только ко всеобщему благу служит, я вас уверяю. Еще, например, учусь у своего мужа. Наверное, у такого планирования в определенном основании есть страхи. Например, из-за того, что ты не хочешь проколоться, ты не хочешь, чтобы у тебя что-то не срослось. Я, например, человек, который может слишком щепетильно и кропотливо какие-то вещи планировать. Мой муж гораздо больше человек импровизация. Он меня вдохновляет побеждать мои страхи и больше доверять Богу, и в этом доверии больше импровизировать. Две вещи всегда очень важны. Слово от Бога и время от Бога. То есть для каждого слова есть свое время, но и без слова невозможно ничего. То есть нужно получать что-то от Бога, понимание, откровение, видение, в том числе, когда ты людям служишь. И важно правильное время, когда это применить. Ну, например, моя такая более сильная сторона, не знаю, мне легче понимать время. Я понимаю, что вот для этого время, а для этого время не пришло. Вот сейчас вот это время, сейчас вот эти вот вещи. Вот. А этот человек, она очень легко получает всякое слово. Но для этого слова всегда нужно время. И вот в этом тоже мы в том числе друг друга балансируем. Это не значит, что опять-таки я вообще никаких слов не получаю с небес, да, там глухой совершенно. Чисто, так и не думает. Нет, это вот вещи, которые тоже важны. Слово, и оно должно быть вовремя. И любое действие, оно должно быть вовремя всегда. Есть понимание каких-то вещей, которые надо сделать. Есть понимание времени, когда это сделать. И вот эти вещи, они должны быть сбалансированы. Это должно быть все на своем месте находиться. 30 лет в этом году. Ага. Какие советы вы дадите людям для успешного, счастливого, не разочаровывающего брака? Словами апостола Павла скажу. Он сказал однажды: для тех, кто хочет быть более успешным, тогда не выходи замуж и не женись. Самый лучший. Как я уже говорил, брак — это всегда новая проблема в твоей жизни, это новый вызов в твоей жизни. Но если ты пошел этим путем вызова, то тогда будь мил и будь добр. Подставить свое сердце, не ее сердце. Ты вообще забудь о том, что ты что-то можешь сделать с ее сердцем. Ты не можешь ее ни на йоту изменить. Ты ее там вообще ни на грамм, твои назидания, наставления, они вообще мне ничего не смогут сделать. Опять-таки нужно слово и нужно время правильное, для того, чтобы ты как-то смог повлиять. Но подставь свое сердце в смирении под Слово Божие. И позволь Богу менять тебя, во-первых, как мужа. Это ответственность мужа, потому что любые проблемы, значит, муж в чем-то не прав.
любые трудности в семье, это значит, все начинается с мужа. На нем ответственность лежит. Значит, он должен в чем-то поменяться. Это тот совет, который я могу дать мужьям. Когда ты вступаешь в брак, ты должен настроиться на то, что во всех проблемах ты будешь неправ. Во всех проблемах ответственность лежит на тебе. Это значит, у тебя должно что-то поменяться. Как только у тебя что-то меняется, следом идет она. Это будет автоматом происходить. Да, мне кажется, я уже дала этот важный совет. Я, правда, вдохновляю женщин не быть чрезмерно романтичными и наивными и считать, что брак решит все их проблемы и сделает их полноценными и счастливыми. Я вдохновляю женщин двигаться за Христом и радоваться своей доле, какая бы она ни была. И... С мужем или без мужа? Да, именно так. С мужем или без мужа. Но я вдохновляю при этом, это было чрезвычайно важно для меня, обзаводиться в своей жизни людьми, которые помогут тебе дойти туда, куда ты должен дойти и куда хотел бы ты дойти. Даже если так случилось в твоей жизни, что никогда у тебя перед глазами не было в твоем детстве или в твои подростковые годы примера, на который ты мог бы равняться. Аминь, сестра. Вы классная семейная пара, но и также вы команда, которая служит. Какой совет вы дадите людям, которые служат в команде? Как быть такой же эффективной, крутой командой? Ничего не изменится. Вот то, что я сейчас сказал, то, что касается мужа и жены. Когда ты находишься в команде, опять-таки все упирается и упрется в твой характер, где тебе придется покоряться, смиряться, прислушиваться, быть способным услышать, быть способным для себя что-то принять, и быть способным, опять-таки, признать свою неправоту. Самая лучшая команда — это где все открыты друг для друга, где все честны друг с другом, и где каждый готов внутри своего сердца признать, что я был неправ, и сказать это другим людям в команде. Вот тогда эта команда состоится. Когда есть это склеивающий фактор смирения. Если нет смирения этой команде. Интересно, как мы, в общем-то, похожи мыслям в плане того, что мне тоже кажется, что все принципы Писания, они универсальны. То есть для того, чтобы быть эффективным христианином, для того, чтобы быть эффективным членом команды, для того, чтобы быть эффективным другом, для того, чтобы быть хорошим супругом, для того, чтобы быть хорошим служителем, в дополнение к смирению, о котором он только что сказал, еще потребуется немалое мужество. И все. Да. Ну что, друзья, пока. До скорых встреч. Увидимся вскоре. Увидимся. Ой, мы молодцы, мы 2-часовой видос, мне кажется, лупанули.